Камеру берите еще одну, вацы. Hadi ya ver çağırıyor onu. سيرت حيوح حوض ايش نقطة وحاول можно загрузить? Я посылал на что? У тебя есть? Я сейчас посмотрю. Я тебе послал на мессенджер последний. Я раньше послал, и сегодня. Тогда если послал, будет, я посмотрю. Сейчас я отправлю. Просто отправь туда, чтобы было в компьютере. Сейчас. Конечно, конечно. Я как раз с вами хотел много раз связаться, никак не можешь. А4 лишь есть. А что, щепок я отдаю, он отсюда распределяю. Сейчас. Вы уже дальше работаете, я хотел много раз надо писать, что да, там все И лица вы сможете, да?
Когда снимаете, как лица, задергаться. Президиум можно, да. Президиум пусть снимаешь. Да. Да, мы его сейчас заполним сейчас. Смотри, президент. Я не знаю, что за человек. И здесь непонятно, что стыдно было. Это надо у них спросить, наверное. Да. Твой, да? Скажи фамилию. Что написать? Тогда получается 33 плюс 13? Или общее число? То есть получается, не знаю, Стефан 33 человека. 34. А 4 здесь. Разобрать. Конечно, они же даже забрать. رجل فورم شيء وكذا كيف حياتش شيء كيف بده سنة الله سيء قوي Смотреть сам. Кормило, конечно. تجربة مثلا ولبس تريد وتعدوش وكيتشب ده وكيتشب شخص بين عم وصل شو ده يعني واحد وش ديك شو سنة Ладно, ты сдавал? Там объединяешь. Это кто только что придет. Рамзан, он фамилию.
Не, можешь оставить, можешь забрать. Нет, там нет вообще. Я же İslam. Oh, ve aleyküm assalam. İslam, hadi o ya. присутствие, да, уже. Дерек эскер да лош хавул айз долду. Берек бахабал би. Давай да, хуйш ашну. А сит хапо сит он адрес. Фамилия,
خذ هاي شغله ما تحلها ده توانش هيا Hokke. вот сюда можно هيا не цыга проектор но Если нормально, я он Да, все будем делать. Да. Мы сейчас просто заранее включили, да, все. Я специально оставляю, чтобы все было. Что-то вот с организацией, начнем, уже задержимся.
ваш скажеш. Можете? После этого ему дали запрос, ну, то есть WhatsApp, я просто сейчас не говорю, WhatsApp.
Так, на президиум. Махмуд, по президиуму. Оценюка Лаха, Хопнюка, как ведущий на президиум выступил. Трибуне акции, что я хотел. Субханаллах. Сзади ты не слушаешь никого. Если нет, то просто делай фотку. Ну, чтобы когда люди опираются, если мы потом будем там что-то рассказать. Да, ты просто поставь трансляцию на президиум, а сзади вот ты смотришь, что несколько подсумок делаешь, чтобы видно было, что происходит. А лица не показываются. Теперь наш адрес. Смотри, там нужно будет немножко синхронизировать, потому что моменты не укладываются. Лучше, как бы, согласился. Смотри, трибуна. Смотри, я сейчас, он откроет свет, я выступлю, следом пойдет Решина. Нужно писать? Заяву. Да, это первый. Да, да. Ну, не с этим будет. Da posso me abrir do mar. Esse telefone ali, deixa eu microfone شو عليه. او شو تليفون تسلك يشهد. حسن بس كامل النقطة عشان سبوكو شو ده. Феликс, вот это не мешает, может подвинуть его? Ну, поставить чуть-чуть. Не мешает, да? Ага, вот так все нормально. Все. تقدر حاسب يا سيدي حداش تقدر بقى
программа голосует. Да, да. Доклад, да. Доклад. А будут, скажи, что по программе будет дополнение. На первой моей шансы. Будет несколько корректировки. Теперь да, вот программу, чтобы ты был в курсе, да, аккуратно. تقنش حدا يجلس عم تقنش حاول يصير شو كنت حدا شو بيشتغل حدا عبد الملك да сейчас там Абдул Мalik выключаешь что вот и поменялись но лучше выключать для экономии. Так, сейчас Абдул Мalik откроет сест, мы начнем, иншаллах. И у меня настоятельная просьба в зале присутствующим не снимать в целях безопасности наших участников. Вот президиум, пожалуйста, снимайте, сколько хотите, только в зале нельзя снимать, потому что тут мы понимаем, да, нашу ситуацию. Журналисты, они уже как-то будут скрывать лица, да, и простым участникам здесь, делегатам, все это лучше не снимать в зале. Спасибо за внимание. Скажите всем, чтобы в зал зашли, потому что мы сейчас минут 3-5 уже начнем. Секьюрити, кто там на улице, скажите, чтобы все зашли в зал. Lamos, dinas das beste bu, Valbus anał i aczu Lamos wyjuszone, zaczyna. Nie patrzę, że tym uzyskiu. Pozwolę ci pozwolić i aczu wyjuszone, lekko Lamos. Сказать, нужно проверять. Так, чтобы это сказать, не будет. Так, кто-то еще начинается.
конца. Феликс, посмотри, как сейчас люди зайдут. Вы зайдете. И вы тоже, да, как вы. Мне лучше Яш не снимать. Видно? Смотрите, это проверочный знак, да? Assalamu alaikum. Verli, bezeu ka platiš, možda na bitka da telefon nije, što je dobro. Любой критик, что мы уже сейчас посмотрим, я без этого. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Добрый день, мы приветствуем всех наших гостей, делегаций, также всех делегатов сторонников независимости чеченской республики Чечения. Я сперва хочу зачитать первый международный съезд Объединенной диаспоры Чеченской республики Чечения. Мы сегодня будем работать по своему поиску решения актуальных проблем чеченского народа 25-26 ноября 2022 года. И у нас первый день будет по тематике презентация нового политического движения «Единая сила», политико-правовые аспекты движения «Единая сила», обсуждение общей концепции движения, определение статуса движения, органы управления и структурные подразделения, эксклюзивные цели и задачи, полномочия, функции руководителей структурных единиц, избирательный процесс и выборы руководства, поддержка чеченских военных подразделений в Украине, налаживание взаимоотношений государственных органов Украины, программа «Единая сила» по деоккупации и развитию Чеченской Республики Ичкерия, общественно-политическая ситуация в Чеченской Республике и вынужденная политическая эмиграция, политико-правовые проблемы чеченского народа в эмиграции, политическая оценка самодеятельности так называемого правительства изгнания, предложения по решению подобных противоправных ситуаций, мотивация чеченцев, необходимость борьбы с внутренним беззаконием, солидарность чеченцев в борьбе с борьбой украинского народа с российской агрессией, поддержка семей павших бойцов сопротивления российской агрессии, защита чеченцев от противозаконного преследования и дискриминации, установление взаимных отношений с общественными организациями Европейского Совета, определение методов исполнения решения съезда, обсуждение и принятие итоговых документов съезда. И я сейчас хочу представить, первое слово я хочу дать нашему брату Сулейману Джамбулату, руководителю комитета ТОЛАМ и организации Барт Маршал. Assalamu alaikum, Masak Salama Shodu, делегат, приезжие
Leçonda eşi masumlaşa doğuşu. Şubeh начала, эти таласты находятся Шукурбас. Я приветствую всех участников нашего съезда, гостей съезда, делегатов. И сегодня мы собрались на первый съезд, на первый международный съезд Объединенной чеченской диаспоры, Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Это мероприятие, знаменательное мероприятие, я скажу. Такие мероприятия, несмотря на то, что мы сегодня находимся вдали от Родины, во все сложные этапы истории проходили такие собрания, и чеченский народ находил в себе силы обсудить свою проблему, ставшую насущной в этот момент исторический, и найти пути решения этих проблем. В связи с этим хочется отметить, что этот съезд в 21 веке, это первый съезд подобного формата, подобного масштаба, и он призван решить глобальные проблемы национального масштаба. Хотя сегодня мы понимаем, что мы всего лишь часть народа, который находится в вынужденной миграции, но на нас сегодня лежит большая ответственность. Мы знаем, что сегодня Чеченская Республика находится под оккупацией Российской Федерации. Верховная Рада Украины 18 октября признала нашу страну оккупированной, признала геноцид чеченского народа. И ситуация в мире в связи с войной, сегодня Украина меняет мировую политику. Украина стала тем триггером, который меняет всю мировую политику. И это на нас тоже возлагает определенную ответственность. Сегодня мы должны решить, как нам быть дальше. Мы знаем, что чеченский народ, граждане независимой Чеченской Республики Ичкерия, основная часть народа, она оказалась не в состоянии сегодня выразить свою политическую волю. А мы, те, кто сегодня оказались вынуждены на чужбине, мы также сегодня разрознены, к большому сожалению. Мы старались решить эту проблему в течение предыдущих многих лет. Были попытки отдельных общественно-политических деятелей, были более масштабные попытки, как попытка нашей организации, которую я последний возглавляю. Вот недавно обратно принял руководство Барт Маршо, ее многие знают, в Европе знают, за пределами. Эта организация в протяжении 4 лет принимала шаги, чтобы консолидировать все чеченские политические силы. И мы убедились, что это в принципе невозможно. Невозможно в ряду обстоятельств, в силу ряда обстоятельств. Если что-то не удается, то нам Всевышний дает возможность предпринять некоторые другие шаги. Мы не можем успокоиться на том, что есть. Мы знаем, что наши легендарные лидеры, павшие на пути к независимости, наши президенты, прежде всего, это удивительная история маленького народа, который на протяжении 20 лет потерял 5 своих лидеров в борьбе независимости. Эти люди, которые, будучи первыми лицами государства, не покинули поля сражений, остались до конца со своим народом и пали мучениками на этом пути. И этот путь, ярчайший путь истории нашего народа, уже не говоря о 300-летней войне, о 300-летнем противостоянии чеченцев этому монстру российскому государству, мы обязаны сегодня найти себе силы, объединиться, объединить все наши усилия, весь наш потенциал, чтобы все-таки наша мечта наших предыдущих павших героев и мечта наших людей, которые сегодня находятся здесь, находятся в Чечне, и мечта наших детей, чтобы она осуществилась. Мы должны себе найти эти силы. Для этого мы предвидели вот этот шаг, чтобы был сегодня проведен этот съезд. На этом съезде мы обсудили все наши проблемы, начали искать пути решения. Каковы они нам видятся. К сожалению, мы должны констатировать, что чеченская политическая мысль на протяжении последних десятилетий, можно сказать, она жила прошлым.
мы все время озираемся на прошлое. Да, мы небольшой традиционный народ, который почитает предков, почитает свои традиции, очень чувствительный к своей религии и ко всему, что идентифицирует его как чеченец. И поэтому мы все время озираемся на прошлое, озираемся к нашим, скажем, героям прошлого. Мне кажется, что именно это послужило тем, что мы не имеем сегодня динамики развития политической мысли чеченского народа. Нам ни в коем случае нельзя забывать, кто мы такие, откуда, корни, но при этом мы не должны жить в прошлом. Мы должны смотреть смело вперед, в будущее, жить всего и решать наши проблемы, исходя из существующих реалий, сегодняшних реалий. А для этого, отталкиваясь от прошлого, никак не забывая это, чтя все, что было раньше, мы должны смотреть вперед в будущее, смотреть, как развивается мир, какие тенденции развития в мире. Мы должны стать органической частью всего мирового сообщества. И вот сегодня мы здесь собрались, чтобы именно в этом русле, в этом контексте решить нашу проблему. Наш призыв тех, кто сегодня по сей день старался как-то консолидировать наших политиков прошлого, они нас заставили убедиться в том, что мы скрупулезно искали пути того, чтобы этот все-таки старый конструкт был восстановлен. Но нас заставили убедиться, что это невозможно. Невозможно починить то, что уже сломано окончательно. Нет, ни в коем случае мы не говорим про чеченское государство. Оно есть, оно оккупировано. Мы говорим о тех политических конструкциях, о той политической настройке, которую сегодня выстраивают здесь, и хотят сказать, что только эта часть имеет право говорить за весь народ. И у нас вот таких частей много. Это все приводит нас в тот ступор политический, с которым мы сегодня столкнулись. И, к сожалению, мы несколько запоздали постановление Верховной Рады Украины. То, что президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на петицию чеченцев, то есть украинских граждан о том, чтобы признали Чеченскую Республику Ичкерия, на то, что на эту петицию и на обращение Зеленского с большой надеждой, с тем, что все воспряли от того, что мы на протяжении последних 20 лет были оставлены как бы произвол судьбы самим себе. Сегодня появилась очень большая надежда у чеченского народа. И в этот момент, к сожалению, мы видим, что есть политический ступор, который не дает нам продвигаться дальше. Мы намерены решить этот вопрос народным представительством. Вы, участники и, прежде всего, делегаты, которые делегировали огромное количество людей, если каждый из вас делегирован 5-10 или 20 представителей чеченского народа, то здесь мы видим, что вы очень широко представлены. То есть очень широко представлена чеченская диаспора, которая находится вынуждена в эмиграции. И мы сегодня намерены начать процесс диалога с вами, с народом, чтобы был решен вопрос представительства чеченского народа здесь, за рубежом, с тем, чтобы мы могли налаживать взаимоотношения с нашими европейскими партнерами, с партнерами других стран мира. Нам этот диалог нужен, и с вами нам нужен диалог с мировым сообществом. Вот основная цель нашего собрания, и мы намерены, не озираясь на все трудности, на все проблемы, мы намерены твердо идти вперед, более не озираясь на все то, что нам мешало до сих пор двигаться. В связи с этим скажу, что последние год-два у нас наладились очень хорошие отношения с представителями разных ведомств европейских стран, а также Украины. Сегодня здесь перед вами выступят несколько высокопоставленных политиков Украины. И мы на днях с Анзором Асадовым были в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кстати, примечательно, что мы позавчера, 23-го, посетили штаб-квартиру ЮНЕСКО. Конечно, мы не говорим, что мы на это повлияли, но очень знаменательно, что Россия исключена из этой международной организации после нашего визита.
Это, можно сказать, еще одна наша победа, общая наша победа. И мы далее намерены идти так вперед. Сегодня Россия изгой в этом мире. Именно Украина выявила истинное лицо Российской Федерации. И сегодня мы должны сплотиться все вместе дать отпор этому агрессору, который на протяжении веков мучает свои соседние народы. Мы должны положить конец этому монстру. На этом я сегодня вступительную речь завершаю и передаю слово нашим участникам. Извиняюсь, сейчас корпус, у меня речь была несколько объемная, речь будет резюме этой речи на французском языке, потому что у нас есть участники французской прессы и просто люди, которые не понимают русского языка, для них будет такой резюмированный краткий перевод. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce premier congrès à ce premier congrès international de la diaspora unie de la République tchétchène d'Itchérie. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés car nous avons pendant longtemps essayé de régler ce problème qui est de consolider les 3 gouvernements en exil, mais en vain malheureusement. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés en fait de régler ce souci car cela n'a pas été possible avec les 3 gouvernements en exil qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Nous devons donc réaliser ce rêve qui est de libérer notre pays en discutant avec le peuple. Nous devons faire partie de ce monde et avancer avec lui. Cela commence bien car nous avons déjà de très bonnes relations avec l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, des députés ukrainiens vont prendre la parole. C'était un résumé parce qu'en fait, les personnes qui vont prendre la parole ont très peu de temps, donc à chaque fois, ça va être juste des petits résumés en reprenant le plus important. Уважаемые гости и зрители, я хочу представить слово Александру Александровичу Медведчуку. Это украинский ученый, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Он является народным депутатом Украины от партии «Слуга народа». И руководит комитетом внешней политики. И является одновременно руководителем комитета внешней политики. Приветствую всех сознательных граждан Чеченской Республики Ичкерия. От лица народа Украины и всего депутатского корпуса хочу выразить вам свое глубокое уважение. Несмотря на все ужасы войны и российской оккупации, вы не теряете веру в то, что в скором времени вернетесь на родину. Вы делаете все, чтобы приблизить этот день. Мы благодарны чеченскому народу за активное участие в обороне Украины от российской агрессии. Мы с вами сражаемся против общего врага, и мы являемся с вами братьями по оружию. В лице Украины вы обрели надежного союзника и друга. Мы приветствуем идею необходимости деоккупации территории Чеченской Республики Ичкерия. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией. В этом же законе содержится осуждение геноцида чеченского народа. Я уверен, что скоро нашему примеру нашего парламента, последуют парламенты и правительства других государств. Знаю, что работа в этом направлении уже ведется. Чеченский народ пострадал от российского агрессора и имеет право на самоопределение. Мы уверены, что на территории Чеченской Республики Ичкерия установится демократическая власть. Диктатор Кадыров будет свергнут и предан суду.
Вы уверены в том, что Donc là, la personne qui a pris la parole, c'est Alexandre Delmelech, un député du Parlement ukrainien. Et si je ne me trompe pas, il s'occupe de la politique étrangère. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il encourage le peuple tchétchène, donc tout le Parlement ukrainien ainsi que le peuple ukrainien encourage le peuple tchétchène. Il remercie aussi pour toute l'aide que les bataillons tchétchènes leur ont accordée durant cette guerre en Ukraine. Donc ce qu'il dit, c'est que les Ukrainiens et les Tchétchènes se battent ensemble contre un ennemi commun, donc la Russie. Le 18 octobre 2022, comme vous savez tous, le Verkhovna Rada Ukraine, donc le Parlement ukrainien, a reconnu la Tchétchénie comme étant un pays sous occupation russe, temporairement bien sûr. Il a aussi reconnu le génocide du peuple tchétchène de 1944 par Staline, sous l'URSS. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il ne doute pas que les autres parlements de d'autres pays vont les suivre, donc en reconnaissant la Tchétchénie comme étant un État occupé par la Russie. Il dit que c'est même déjà en cours. Et voilà. Я хочу представить слово нашим братам Антону Масхадову, который является главой международного движения по особой теме Ичкерии, Чеченской республики Ичкерия. Sunt doar lucrurile nu ce mă care sunt voi da bun de люди așa se probește masera dacă voi tam bilo što bumša vahneša što voi del gahadu da om gahadu Цангем кеш лучше думается, что кеш лучше думается за Александра. И вам что дело. А теперь я на русском, скорее всего, мне будет легче зачитать свою речь здесь. Ну, сейчас должен все встать на место. Сейчас должен встать на место. Антон, тебя зависает? Меня я не знаю. Я хочу обратиться к своим братьям и сестрам, ко всем активистам и публичным личностям, кому не безразлична судьба нашей отчизны, и который выступает за деоккупацию Чеченской республики Ичкерия. Время, в котором мы все сейчас живем, может войти в историю как время, в которое Чеченская республика Ичкерия стала вновь независимой. Война, развязанная Россией против Украины, сформировала историческую ситуацию, в которой весь мир против России, и проблема оккупации Ичкерии должна снова зазвучать. Такого шанса на обретение независимости не было у нас никогда. Мы обязаны использовать наш шанс. Не буду говорить про кризис, в который нас вогнал наш брат и в котором мы находимся более 20 лет. Нас пытались и пытаются рассорить, разделить, запугать, чтобы мы оставили любые попытки вернуться к своей борьбе. Не все те люди, которые провозглашают идею независимости Чеченской республики Ичкерия, действительно в нее верят. Некоторые даже работают на то, чтобы она навсегда осталась недостижимой. Чеченский народ не обмануть. Мы носом чуем предателей. Да, у многих истинных сторонников независимости есть разногласия, и они играют на пользу нашим врагам. Но для того, чтобы достичь нашей общей цели, мы должны объединиться, выступить единым фронтом. Наша логика простая. Деоккупация Ичкерии, свободные выборы, независимость.
Только так, только путем победы над Россией, свержения пророссийского режима и законных выборов возможно свободное будущее Ичкерии. Если не сейчас, то потом будет поздно, и мы пожалеем, что упустили сегодняшнюю возможность. Ведь сегодняшними внутренними конфликтами, которые строятся на разном ведении шага 2, мы заставляем наш народ терять надежду на будущее, показывая, что мы не нашли согласия внутри. О чем эти конфликты? Ведь введение шага 1, первого, у нас общее, это деоккупация. А шаг 2 невозможен без свободных выборов. Будет победа, будут выборы, у всех сил будет возможность показать свое видение развития Ичкерии. Народ все в силах решить сам, и мы должны дать им такую возможность. Деоккупация нашей Родины невозможна, пока мы не в состоянии оставить все эти конфликты и амбиции ради общего дела. Мы должны принять этот факт. В Священном Коране особо подчеркнуто, что Всевышний Аллах не даст победу или помощь тем, у кого нет единства. Неужели та дележка, незаслуженные обвинения, нелестные высказывания в адрес друг друга, превыше всего остального ценного для нашего народа? Мы не должны забывать о том, что ответственны перед потомками, которым передаем эту тяжелую ношу. Давайте сделаем это ради Аллаха, ради нашего народа, ради будущего наших потомков. Нам необходимо забыть о личных амбициях и вернуться к главной цели – достижения независимости и гарантии безопасности для чеченского народа. Мы должны простить друг другу обиды, ведь даже хроника мы умеем прощать. А если учесть, что между нами нет крови, то вопрос объединения можно разрешить без особого труда. Я не говорю о предателях и пособниках российских террористов, убийц нашего народа. Хочу задать всем присутствующим вопрос. Этот вопрос мы слышим от политиков и журналистов регулярно. И звучит он так: какую роль чеченская диаспора отыгрывает в борьбе за деоккупацию Чеченской Республики Ичкерия? Многих удивляет, как граждане, которые покинули территорию своей родины, собираются бороться за ее освобождение. Наши враги даже спекулируют на этой теме. Евроичкерийцы. Так глумливо нас назвал российская марионетка Халунь Путина, лежа на своем золотом диване. Я готов ответить на этот вопрос. Чеченская диаспора насчитывает порядка 350 тысяч человек. Для страны с населением 1,5 миллиона человек это огромная цифра. В ходе 2 российско-чеченских войн и на протяжении последних лет страну покинули и продолжают покидать те, чьей жизни больше всего угрожает российский режим, то есть активисты, правозащитники, общественные деятели, ветераны 2 войн, которые остались верны присяге. Фактически чеченская диаспора – это актив республики, который вынужденно находится за рубежом. Тем не менее, наша диаспора, наш актив не полностью осознает свои политические возможности. Мы – сила, способные на многое. Но для того, чтобы совершить изменения, мы должны стать едиными. Чтобы наши голоса не были разрозненными и не превращались в шум для наших потенциальных европейских партнеров и для мирового сообщества. Мы должны выступить единым фронтом, чтобы нас начали воспринимать как субъекта, который выражает единое мнение диаспоры. Для этого мы вместе должны определить наши ценности, поставить себе цели, а потом, в том числе и долгосрочные, определить ответственность за их достижение и двигать их к реализации. Диаспора может и должна стать новой силой против оккупации Чеченской Республики Ичкерия. У нас забрали наш дом, нашу родину, но настанет день, и мы вернемся домой на родную землю для ее освобождения. Что я предлагаю? Поставить точку, чтобы больше никто и никогда не посмел с нами заигрывать. Вот что ждет от нас наш народ. Только вместе мы сможем достичь наших целей, которые поставили перед нами наши предки. Теперь хочется обратиться к тем, кто сомневается или боится становиться частью освободительного движения, публично поддерживать независимость Чеченской Республики Ичкерия, выступать против российского режима. Я уверен, многие, кто присутствует сегодня в этом зале, меня поймут. Но дело в том, что страх на этом этапе уже не забитый, а преступник. Для тех, кто боится ухудшения ситуации в оккупированной Ичкерии, для тех, кто сомневается,
Будьте уверены, ситуация будет ухудшаться с каждым днем. Вчера были просто пытки. Сегодня молодых чеченских парней везут на убой в Украину. А завтра они вернутся в целлофановых пакетах грузом 200. Система, установленная сейчас в оккупированной Ичкерии, доберется до всех людей, которых мы знаем и любим. Мы должны защитить их. Чтобы хотелось сказать молодежи, которая не помнит войны, которая вынуждена была расти вне дома, то есть в эмиграции. Вы наше будущее и наша надежда. Вы часть нации, у которой забрали страну. Чтобы состояться как нация, нам нужно вернуть ее назад, нашу родную землю. Чтобы в любой точке мира, где бы вы ни были, вы могли с гордостью сказать: я чеченец. А ваш собеседник проникался бы к вам уважением, восхищался бы, а не спрашивал, что такое Чечня. Или представлял чеченцев террористами, кадыровцами. Посмотрите, как в мире встречают украинцев, как может быть и с нами. Мы и наши отцы вели свою борьбу в нечеловеческих условиях, воюя оружием, которое отбирали в боях. Мы должны им соответствовать. Сегодня именно то время, когда каждый чеченец должен спросить себя, что я сделал и что я могу сделать для независимости Чеченской Республики Ичкерия. Мы не россияне, мы не маленькие люди, мы великий народ, и нам это под силу. За что действительно стоит бороться, стоит жить и умирать? За нашу веру, свободу, честь и достоинство. Мы не должны давать кому-либо такого права посягать на все это. По мере приближения позорного завершения своих усилий по порабощению чеченского народа, вражеские силы усиливают попытки провокации среди сторонников независимости. Мы должны это знать и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения прежних ошибок, которых нам не простят наши потомки. Сегодня мы приблизились к осуществлению великой цели по построению независимого чеченского государства в соответствии с канонами ислама и на основе традиций наших предков. Особенно сейчас, в период решающих испытаний, мы должны отделить от себя провокаторов, проявить единство, при котором неизбежно и вскоре наступит час нашей национальной победы. Allah ehtu boy min shuman behar Allah reza purishun inshallah shadi digdani do kuma do shad do bol beh boy sahlet do di na puso jambula shado program wailer in ras zviteriat Allah reza purishun sana. La guerre en Ukraine, elle nous a offert cette possibilité de rendre l'indépendance à la République tchétchène d'Ichkérie. Nous sommes obligés donc de saisir cette chance maintenant et pas après. Nous devons nous unir en laissant toutes les discordes de côté pour le bien de notre pays. On est souvent moqué, surtout par le dictateur Kadyrov, en disant quel est le rôle de la diaspora tchétchène dans cette lutte, donc dans la lutte pour l'indépendance. Il faut savoir que nous sommes un très grand nombre à l'étranger. Cependant, il y en a beaucoup qui restent inconscients de leurs possibilités politiques, ils restent vraiment de côté. Il faut savoir que nous devons nous unir. Et aujourd'hui, ceux qui ont peur ou hésitent, il faut savoir que se mettre de côté dans cette situation est limite criminel. Donc nous devons absolument nous unir. Nous devons tous agir ensemble. Nous devons définir nos objectifs pour que ce rêve que nous avons, donc l'indépendance de la République tchétchène d'Ichkérie, puisse se réaliser. Surtout la jeunesse, vous êtes l'avenir du peuple. Surtout pour que le monde en fait ne se pose plus cette question, c'est quoi la Tchétchénie, c'est où la Tchétchénie. Il faut savoir que nous ne sommes pas des Russes, nous ne sommes pas des Kadyrov, mais un grand peuple. Сейчас должен быть прямой эфир, у нас должен быть прямой эфир,
Я приношу извинения, у нас сейчас должен был связаться с нами Егор Чернев, это наш товарищ, который нам очень помог при внесении предложения о признании Чечни оккупированной страны и признании геноцида. Он сейчас в дороге и скоро он свяжется. Воспользуясь этим моментом, мы сейчас приглашаем выступить также нашего гостя Мирзоева Джабраила и представившего. Мирзоев Джабраил, наш уважаемый гость из Украины, приехал, глава Дагестанского национального центра. Пожалуйста, Джабраил. Благодарю за приглашение и приветствую вас от имени Дагестанского национального центра, также Украинской политической партии «Братство». Неудачи России на Украинском фронте открывают перспективу для освобождения Кавказа. Такой возможности у нас не было со времен распада Советского Союза. Победить мы можем общими усилиями, общим фронтом чеченцев, дагестанцев, всех народов Кавказа и Украины. Мы надеемся, что к нам присоединятся все народы оккупированной России. Усилия по объединению чеченской диаспоры, которые вы начали, имеют очень большое значение. Мир должен знать и видеть единый чеченский политический центр. Единый центр, с кем можно советоваться, с кем можно объединяться. Единым центром можно взаимодействовать. Им можно прислушаться. Ранее борьба чеченской независимости, чеченцев и дагестанского сопротивления не имела партнеров в мире. Сейчас, надеюсь, эта ситуация изменится. Нас уже Украина поддерживает понемногу. Сейчас это может глобально измениться, и нам это на руку. Мы надеемся на расширение политической поддержки со стороны Польши, Франции, стран Балтии, Британии и США. Можем утверждать, что активизация сопротивления Кавказа уже началась. Задача диаспоры – оказать максимальную политическую и финансовую поддержку. Очень важный вопрос. Противодействие влияния российских спецслужб на диаспору в разных странах мира. Надеюсь, конференции, съезды, подобные сегодняшние, будут способствовать этому. Близок день, когда мы все вернемся на свою родину и организуем там свободную новую жизнь. Но следует помнить, что даже после этого Крым остается угрозой. Он будет угрожать нам, пока существует. Поэтому истинная свобода Кавказа и Украины и всех угнетенных Россией народов может быть провозглашена только на руинах Кремля. Пусть нам поможет в этом Всевышний. Благодарю. Là, celui qui a pris la parole, c'est Mevzoev Djelbrail, du Centre national du Daghestan. Alors, je vais vous résumer ce qu'il a dit très rapidement. Il dit que tous les peuples du Caucase doivent s'unir contre leur ennemi commun, donc la Russie, mais pas que les peuples du Caucase, notamment l'Ukraine. L'Ukraine nous soutient déjà beaucoup, mais nous espérons aussi le soutien de d'autres pays comme les Pays-Bas, la Pologne, même la France, les États-Unis, donc le monde entier, contre cet ennemi qui est la Russie. Nous espérons retourner dans nos pays et créer une vie libre. Cependant, il faut savoir que la Russie risque d'être toujours une menace, donc nous devons faire face à cet ennemi commun.
нас сегодня несколько гостей, депутаты Верховной Рады, но мы знаем, что в Украине идет война, что часто выключает свет, на связи с этим бывает плохой интернет, и несколько задерживается следующий наш спикер. Поэтому сейчас мы предоставляем слово, немножко не нашу программу, Саидхану Музаеву с докладом «Экономическая составляющая будущей Чеченской Республики Ичкерия» и кадровый вопрос. Ассаламу алейкум, Москва. Я приветствую всех наших делегатов и участников. Так как у нас сразу стоит вопрос, как мы это будем делать, и для людей, кто разбирается, мы как бы приготовили экономическую составляющую нашего съезда и допоможем нам Всевышний. Советский год на территории Чеченской Республики функционировал научно-отраслевой производственный комплекс, основу которого составляли в частности нефтедобыча и нефтепереработка. Работали научно-исследовательские проектные учреждения, которые готовили кадры для нефтехимического комплекса как для республики, так и для всего Союза, в отдельных случаях, так и для других стран мира. Республика являлась одним из ведущих центров Северо-Кавказского региона и также в Советском Союзе. Была создана сильная нефтеперерабатывающая отрасль, которая превосходила объемом местной добычи нефти. Ведущую роль в этом играла нефтехимическая промышленность и добыча газа. На высоком уровне были развиты сельское хозяйство, обслуживание его в отрасли. Прежде всего, это пищевая промышленность. Колониальная финансово-экономическая политика Советского Союза, так и нынешняя Россия, которая прямо препятствует экономическому развитию всех регионов без исключения, привела к тому, что республика оказалась аутсайдером, несмотря на социально-экономический потенциал в свое время. К счастью, сегодня мы это можем изменить, это в наших руках. Для развития будущей чеченской экономики от нас требуется правильный подбор кадров, в первую очередь, и привлечение специалистов. Управление кадрами занимает центральное место в госсистеме. Каждый человек, простым словом говоря, каждый человек должен находиться на своем месте, в соответствии с его профессиональными навыками. В первую очередь мы будем опираться на кадры Чеченской Республики Ичкерия. По необходимости мы планируем также привлечение иностранных специалистов. Борьба с непотизмом, так называемым кумовством, обеспечение беспристрастного набора кадров усилит доверие к государственной системе. Проще говоря, это тот человек, который учится в свое время как в школе после этого вузе, он уже заведомо знает с позволения Всевышнего, что будучи специалистом, он будет уже гарантированно на том месте, на котором претендует. И мы исключаем всякого рода кумовство, когда переходит рабочее место из рук в руки, или будь то самым последним студентом или же учащимся какого-либо вуза, он заранее знает, что он будет работать. Мы это будем искоренять, так как это соответствует нашей религии, нашему духу. И борьба с непотизмом, обеспечение беспристрастных процедур будет иметь первое место в нашей самом начинании. Развитие общественной этики на местном региональном уровне станет одной из важнейших целей политики на местах. Уровень доверия общественности к государственным учреждениям часто зависит от качества и эффективности работы кадров. И это диктует необходимость внедрения разумных практик управления этими человеческими ресурсами. В связи с этим мы предлагаем установить четкие процедуры, которые гарантируют справедливость. Особенно эффективно может оказаться создание каналов получения информации, выявления потенциальных случаев фаворитизма и конфликта интересов. И мы будем начинать с самого начала с привлечения инвестиций. Если мы хотим, или любой другой человек, который пытается привлечь инвестиции в деле строительства нашего независимого государства, мы должны предоставить гарантии безопасности этих самых инвесторов. Это должно быть, как прописано в законе, заведомо. Реализация комплексной программы стимулирования иностранных инвестиций важное место занимает создание и усовершенствование законодательной базы. Первоочередным является проведение необходимых организационных мероприятий. Проще говоря, мы, если просим кого-то вложить деньги в нашу республику, в будущее нашей республики, мы должны дать гарантии на государственном уровне. Иностранный капитал может привести нашу республику к достижению научно-технического прогресса, передового управленческий опыт. Поэтому включение республики Ичкерия в мировую экономику и привлечение иностранных инвестиций – это необходимое условие послевоенного построения в стране современного гражданского общества. Мы рассчитываем на развитие взаимодействия с иностранными инвесторами нашей республики в последующем направлении. Это совместная деятельность в области производства, финансов, экономических услуг, внешней и внутренней торговли. В
привлечение иностранных инвестиций на базе концессий либо соглашений на взаимовыгодных условиях, создание свободных экономических зон и активного привлечения иностранных инвестиций. Перед нами стоит, конечно, достаточно сложная задача, при достижении которой мы можем рассчитывать на экономическую стабильность и поддержку международного бизнеса. Вариант первый у нас наши слабые места, слабые стороны. Это отсутствие современных технологий в республике и технологий переработки техники оборотных средств и рынков сбыта. Наша сильная сторона – это ресурс сельскохозяйственной земли в разных природных зонах, население с большим опытом животноводства, растениеводства, возможность формирования устойчивого института собственности. Так как мы знаем, после высылки мы утратили возможность развиваться в наших горных районах, горных селах, так как целые селения, целые районы были вынуждены перенести на равнины, и больше после того, как мы вернулись с депортации, нам уже было полностью запрещено туда возвращаться, восстанавливать наше сельское хозяйство. В общем, нас лишили и пытаются до сих пор лишить наших корней. Наша идея создать для экономики членской республики Ичкерия стимулирующие рамки развития. Для этого нам нужен выход на мировой рынок для реализации нашего продукта. Также нам нужен глобальный партнер, обеспечит устойчивый постоянный спрос на продукцию и ведет высокие технологические стандарты. Сегодня мы можем говорить о разного рода вариантах, но если у нас будет собственный партнер, который уже на рынке сбыта, мы можем полноценно уже работать в той отрасли наших, которые мы свыше были перечислены. Чтобы наше сельское хозяйство заняло свое место на глобальном рынке, нужно создать эти условия. Выход на рынок возможен благодаря партнерству с сильными участниками. Это такие участники мы можем привлечь новозеландского, американского, европейского партнера, который создаст ему условия для инвестиций, позволит внедрить современные технологии, продавать продукцию наших фермерских хозяйств, создавая все новые и новые рабочие места. Короче говоря, мы хотим, чтобы каждая чеченская семья была обеспечена, имела свой доход, имела постоянное место работы, постоянно свой земли и с правом выхода на мировой рынок. А когда это будет сделано, как быстро мы это сможем сделать, как быстро мы станем частью современной постиндустриальной экономики, это зависит от нашего политического руководства. Огромное спасибо. Donc je vais vous traduire rapidement la prise de parole de Seyhan Mouzaï. Donc ce qu'il dit, c'est que la République jouait un grand rôle. Attendez, deux petites secondes. Donc à l'époque soviétique, un puissant contexte industriel diversifié fonctionnait sur le territoire de la République tchétchène, dont la base était notamment la production et le raffinage du pétrole et la pétrochimie. En fait, la République y jouait un grand rôle. Donc là, pour le futur développement économique de notre pays, il est très important de choisir et de former des personnels, donc qu'ils soient tchétchènes ou étrangers. Il est surtout hors de question de népotisme, donc que personne ne compte sur du favoritisme. Partenariats étrangers, nous devons leur accorder une garantie pour les investisseurs étrangers, pour que tout cela soit possible, donc le développement économique, nous devons entrer sur la scène internationale dans le domaine de l'économie après la libération de la Tchétchénie, de l'occupation de la Russie. Le problème est qu'il y a une absence de nouvelles technologies, donc il faut savoir qu'après la déportation de 1944, quand le peuple tchétchène est revenu sur ses terres, il était privé de ses terres, l'agriculture n'était plus possible, donc il aura besoin de partenariats à l'étranger, on aura besoin de relations mutuelles afin que la Tchétchénie puisse regagner la scène internationale dans le domaine de l'économie. Et surtout, nous devons aussi veiller à ce que chaque famille puisse subvenir à ses besoins, que personne ne manque de rien, comme c'est le cas en ce moment en Tchétchénie occupée par la Russie.
чечен забегают с мамой до сюда. Слово предоставляется нашему дорогому Махмуду Биталатову, представителю органа членства. Сейчас Чернев готов, вроде бы. Набирайте. Да. Чернева набирайте. Извиняемся за накладку, мало для проблемы. В связи с тем, что вышел на связь наш гость Егор Владимирович Чернев. Он является украинским политиком, народный депутат Украины, 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, а также является заместителем главы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защиты Украины. Пожалуйста, Егор, вам слово. Добрый день, меня слышно? Добрый день, Егор Владимирович. Мы вас представили, за вами слово. Можно убрать это? Егор, минуту мы сейчас наладим. Вы сегодня у нас первый выступающий онлайн. И да, вот сейчас смотри, картинка пошла, видно, да. Слышно нас? Не слышно, по-моему. Егор, слышно нас? Сейчас, минуточку. Так, в чем проблема со звуком? Так, звук должен слышать, да? А он нас видит? Да. А видит он, не видит нас, да? Нет, да. Да и слышно его сейчас? Так, Егор, вы можете говорить. Егор, вы можете говорить, мы вас слушаем. Меня слышно? Я, к сожалению, не слышу вас, но я надеюсь, что слышно меня. Для меня это честь быть приглашенным на данный форум. Мы уверен, что с многими из вас уже до этого виделись, в Украине виделись. Для нас очень важно иметь партнеров в вашем лице, потому что объединенных, прежде всего, мы виделись с разными представителями чеченского народа. И, наверное, стоит начать все-таки с истории. Вы первыми показали, в новейшей истории, вы первыми показали, что с Россией можно противостоять и противостоять успешно. Сейчас это делаем мы, опять-таки, не без вашей помощи, потому что с 2014 года на стороне Украины воюет батальон шейха Мансура, за что им огромная благодарность, за что мы им признательны. И они продолжают воевать сейчас на южном направлении. И в Украине прекрасно понимают отличие чеченского народа от кадыровцев. Во-первых, мы очень уважаем, во-вторых, мы, конечно, ненавидим. И вторые являются нашими врагами. И
вот опять-таки ваш вклад в нашу общую победу, я уверен, что она будет, и она будет общей, вместе с вами, вместе с нашими западными партнерами, он неоценим. Мы, конечно же, поддерживаем ваше стремление к независимости Чечни. Мы делаем определенные шаги со стороны парламента для того, чтобы выказать вам поддержку, для того, чтобы дать вам основания, в том числе общаться и стимулировать, скажем так, другие страны, тоже признавать как минимум оккупированную территорию Чечни, геноцид чеченского народа. Мы понимаем, что вы боретесь за свою независимость, и абсолютно четко я верю в то, что должна быть Чеченская республика Ингушетия должна быть независима. Вы должны наконец-то обрести свой дом. Ваша война длится уже очень долго, и я уверен, что, как говорил Джохар Дудаев, что Россия пропадет, когда взойдет украинское солнце. Вот у нас есть сейчас все шансы для того, чтобы украинское солнце взошло вместе с чеченским солнцем. И когда Россия проиграет, я думаю, что появятся все шансы для того, чтобы Чеченская республика Ичкерия стала независимой, и там наконец-то началось строительство своего государства у чеченского народа. Нам очень важно иметь объединенную оппозицию Российской Федерации, потому что сейчас мы общаемся с разными представителями. Я думаю, что и не только нам, прежде всего это вам важно, чтобы были нашим партнерам, нам, другим странам было понятно, что есть единая сила, которая борется с оккупантом, с Российской Федерацией. Именно поэтому я считаю, что очень важны вот такие инициативы по объединению, для того, чтобы у вас был сформирован, наверное, это уже как вам решать, может быть, какой-то коллегиальный орган, который будет представлять весь чеченский народ. И мы готовы, как я уже сказал, мы готовы по линии парламента помогать вам. И мы уже сделали первые шаги, проголосовав за то постановление, о котором я уже говорил, об оккупации и геноциде чеченского народа. Мы готовы продолжать вам помогать и на международном уровне. Но здесь очень важно, чтобы была единая позиция, единая оппозиция среди представителей чеченского народа. Поэтому я желаю нам всем победы, и вы всегда можете рассчитывать на нас. Спасибо. Donc là, celui qui a pris la parole, c'était Yegor Chilnov, un député ukrainien. Il représente l'Ukraine à l'OTAN. Il dit qu'il est très important pour eux d'avoir la Tchétchénie comme partenaire, car la Tchétchénie était la première à avoir montré l'exemple en combattant la Russie. Il remercie notamment les différents bataillons tchétchènes présents en Ukraine depuis 2014, comme par exemple le bataillon Sheikh Mansour. Il dit qu'ils font parfaitement, donc les Ukrainiens font parfaitement la différence entre les Tchétchènes et les Kadyrov. Donc ils respectent les Tchétchènes et détestent les Kadyrov. Ensuite, il a dit qu'ils soutiennent entièrement l'indépendance de la République tchétchène d'Ichkérie. Il croit très sincèrement en fait que la République tchétchène d'Ichkérie devrait exister. J'arrive pas à me relire, je suis désolée. Ah oui, il a cité une citation du premier
président de la République tchétchène d'Ichkérie, donc Joe Kadudaev, qui avait dit que la Russie tombera lorsque le soleil de l'Ukraine se couchera. Il dit qu'il est important pour eux, mais aussi surtout pour nous, qu'il y ait une seule force unie qui représente la diaspora tchétchène. Et donc, il soutient entièrement ce genre d'initiative, de mettre en place ce genre de congrès afin que la diaspora tchétchène soit unie et qu'elle aille vers le même objectif. Il dit qu'ils sont prêts à continuer à nous aider et ils nous souhaitent à nous ainsi qu'à eux, donc à nous tous, à l'Ukraine, aux Tchétchènes, une victoire. К сожалению, у нас первый выход в эфир не было обратного звука. Сейчас у нас операторы наладят, приносят извинения за причиненное неудобство. И выражаем огромную благодарность Егору Черневу. Он нам помог и в Украине. Сегодня помогает тем, что выразил готовность, выразил солидарность с чеченским народом и выразил готовность дальше способствовать усилению нашего сотрудничества. Спасибо, Егор. Мы, конечно, с вами еще раз свяжемся, и вы, наверное, нас увидите в прямом эфире. Мы вам благодарны. И сейчас я передаю микрофон нашему ведущему. У нас будет также очень значимый человек с Украины, политик. Всех нам представит. Добрый день, мы представляем следующего нашего гостя. Это народный депутат Украинской Рады Дмитрий Андреевич Мотолов. Он является украинским правозащитником, юристом, международником, а также является переводчиком и специалистом по стратегическим и кризисным коммуникациям. Добрый день, Дмитрий, мы вас слушаем. Пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Я вас представил, мы вас слушаем. Добрый день, вы меня слышите? Напишите, чтобы он слушал. Добрый день, вы меня слышите? Феликс, меня слышно? Я могу говорить, правильно? Запиши там, что он будет говорить. Я сейчас пишу, сейчас. Да, мы вас слушаем. Коллеги, я всех приветствую. Я хочу начать выступление со слов поддержки чеченского народа. Мы, украинцы, поверьте, как никто другой, разделяем всю ту боль и ужас, который причинила вам Россия. И что такое война с государством, которое не уважает международное право, не соблюдает конвенции, не следует даже просто обычаям ведения войны. Хорошо знают как чеченцы, так и теперь украинцы и, наверное, уже весь мир. Россия ежедневно совершает на территории Украины военные преступления, депортации, пытки, применение запрещенного оружия, убийства гражданских, убийства детей, изнасилования. И это все лицо России. В ходе двух русско-чеченских войн России было совершено ряд военных преступлений, преступлений против человечности, которые не уступают ни в чем всему тому ужасу, которое Россия сегодня совершает на территории Украины. Я говорю о резне в селе Самашки, которую российская армия назвала зачисткой. Да, зачисткой от мирных жителей. Массовые убийства в Новых Алдах, которые, я напомню, Европейский суд по правам человека признал виновными российский ОМОН, а российская сторона тогда назвала это специальной операцией, то есть
и при этом заявила, что участие военнослужащих Российской Федерации в ней не доказано. Пока такие вещи происходят безнаказанно, пока мы не учимся на ошибках, которые нам преподносит история, то эта безнаказанность будет повторяться. И та Россия, которую мы видим сегодня, та Россия, которая сегодня показала свое лицо, это как раз результат безнаказанности, десятилетий и молчаливого согласия тех, кто предпочитает просто закрыть глаза. И посмотрите там на Бучу, на Изюм, на Мариуполь. Потом мы слышим рассказы от немцев, которые говорят, что когда Россия в 1944-м уже была на территории Германии и шла в сторону Берлина и осуществляла зверство, так же точно с мирным населением. Немцы говорят, что мы думали, что она нам мстит за то, что мы там в 1939-м начали войну и потом вторглись на территорию тогдашнего Советского Союза. И вот нам они таким образом, такой жестокостью, такими зверствами мстят. А сейчас мы понимаем, что они не мстят, что они просто так воюют всегда, что они всегда так воевали, и у них никогда не было никаких ограничений моральных, этических норм. Да? То есть для них вот такие зверства всегда было абсолютной нормой ведения войны. И поэтому для того, чтобы это не повторилось впредь, то преступления России против чеченского народа должны быть наказаны. И всегда оно не только давности, а одно из самых тяжких международных преступлений. И я знаю, что съезда Схада и Джамбулат Сулейманов, они ведут серьезную работу на международном уровне для привлечения России к ответственности именно за преступления против чеченского народа. И на сегодняшний день было создано впечатляющее количество фото-видеоматериалов, которые, я искренне надеюсь, показательной базой потом приведут к справедливому наказанию всех причастных. И в этом контексте справедливость для чеченского народа – это как раз необходимый этап для его дальнейшего развития без России, с моей точки зрения. Россия – это временное явление для Чечни, точно так же, как оно было временным явлением для Херсона. Вы могли в этом убедиться. Это временным явлением для Крыма, для Донбасса, точно так же для всего Кавказа, который был завоеван еще Российской империей. Я уверен, что война, развязанная Россией против Украины, даст шанс для народов Кавказа на начало своей национальной самовыразительной. И она обязательно будет успешной. Сегодня съезд, на котором вы собрались, где я имею честь выступать, за что благодарен организаторам, да, он показывает решимость и готовность чеченского народа к коллегиальному обсуждению будущей Чеченской Республики Ичкерия. Мы, как всем сердцем, поддерживаем инициативу чеченской диаспоры по объединению. И по нему вы определенно сильнее. И сейчас, как никогда, очень сильно. Я хочу, чтобы вы знали, что в этой борьбе вы не одни, мы с вами и мы за вас. Было критически понимать в этой борьбе, что мы не одни, что нас никто не бросил, и вы тоже знали, что вы не одни и вас никто не бросил. Мы, как представители Украины, выступаем за независимость Ичкерии с уважением к стремлению чеченцев. И чеченские батальоны, я уверен, вы все об этом знаете, принимают непосредственное участие в борьбе с российскими оккупантами. Мы безгранично и навсегда благодарны им за это. И хотя бы это весовым основанием для построения долгосрочной, потому что ту кровь, которую они проливают на нашей земле, для нас не может быть, наверное, ничего ценнее. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня во Франции мы все видим новых лидеров чеченского народа. Анзор Масхадов, достойный истинный чеченец, который стоит за свой народ до конца. И инициатива провести съезд, поднять те вопросы, которые требуют поиска совместного решения, народного обсуждения. Конечно,
в наших глазах коллективно характеризует его как человека, который не понаслышке знает, что такое демократия, в отличие от современных лидеров Российской Федерации. И Джамбулат Сулейманов, человек интеллекта, настоящий боец, тоже не боится называть зло злом, преступников преступниками и говорить на черное черное. В нынешних условиях это тоже критически важно. Я уверен, что совместные усилия и Джамбулата, и Анзора, к которым обязательно прибегнут все сторонники и независимые Чеченской Республики Ичкерия, они дадут свои плоды и очень скоро. Я еще раз благодарю за эту возможность выступить. Я очень это ценю. Для меня это большая честь. И я желаю чеченскому народу силы и выдержки, а чеченской диаспоре скорейшего возвращения в новую независимую демократическую Чечню. Спасибо огромное еще раз. Дмитрий, благодарим вас за оказанную поддержку. У нас сегодня, к сожалению, именно с обратным звуком накладки, но я надеюсь, что вы нас еще увидите, когда будут вложены видеоматериалы. Мы очень ценим вашу поддержку и мы желаем Украине скорейшей победы нашим общим врагам и нашего совместного мирного труда. Спасибо вам. Donc là, il s'agissait de Dmitry Natalour, un député ukrainien. Ce qu'il dit, c'est qu'il soutient et ils comprennent comme personne ce qu'ont vécu les Tchétchènes depuis la guerre en Ukraine. Il dit que la Russie ne respecte pas le droit international. Il commet des crimes de guerre, que ce soit durant les guerres tchétchènes, la guerre en Ukraine, mais même notamment durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne, qui était très étonnée, choquée de ce que commettaient les Russes durant la guerre, pensait que les Russes se vengeaient, mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est juste leur manière à eux de mener la guerre. Par exemple, pour Samash, la Russie, ce qu'elle disait, c'est qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique. Tant que personne ne punit ce qui s'est passé, cela va se répéter sans cesse. Justement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et ce que le monde entier voit, c'est tout simplement une Russie qui n'a pas été punie suite à ce qu'elle avait commis en Tchétchénie. Tout était resté sous silence. Et donc, c'est son impunité qui ressort aujourd'hui en Ukraine. Il dit que Souleymanov et Masrad mènent un grand travail pour le bien de leur peuple. Alors, il dit que ce sont de nouveaux leaders dignes et qu'ils montreront encore ce de quoi ils sont capables. Il dit que la justice doit absolument régner pour le peuple tchétchène, cela est indispensable. Il nous dit que nous ne sommes pas seuls, que nous ne nous laisserons pas, qu'ils ne nous abandonneront pas, qu'ils nous soutiennent. Ah oui, et surtout, il a remercié les organisateurs de ce congrès. Il a dit que les organisateurs de ce congrès montrent qu'ils sont prêts à s'unir et à se battre pour leur indépendance, et donc il les soutient entièrement. Il a notamment remercié, comme l'ont fait les autres, les bataillons tchétchènes en Ukraine. Donc il soutient l'idée de l'indépendance de l'Itchérie, de la République tchétchène d'Itchérie, pardon, et c'est tout. Сейчас мы завершили, с некоторым запозданием, правда, мы завершили первую часть нашего съезда выступающих. Сегодня у нас первый день, завтра у нас будет второй день съезда, и мы скоро перейдем на перерыв, чтобы вы смогли немножко отдохнуть, перекусить, помолиться. Я хочу выразить, что вот первая часть нашего съезда у нас выступили. К сожалению, мы не успели по времени, потому что чуть позже, чтобы выступил у нас Махмуд Бибулатов, депутат первого созыва парламента Чеченской Республики Ичкерия. Он стоял у истоков чеченской революции.
человек, который лично был знаком с нашими президентами. Он, иншаллах, выступит во второй части после перерыва. А сейчас мне просто хотелось бы поблагодарить наших украинских друзей. Мы видим, что Украина сегодня делает все, чтобы чеченцы получили свою независимость, стали независимой страной. И мы сегодня просто не знаем, каким образом можно было бы благодарить наших украинских друзей с той огромной поддержкой, которая нам сегодня оказывается с их стороны. Мы долгие годы ждали подобных партнеров на международном уровне, но их не было. Сегодня украинцам стало очевидно, что наши судьбы, они едины, они похожи. Украинский народ, так же как и чеченцы, на протяжении последних нескольких веков претерпевали геноцид от российского государства. И мы сегодня как будто нашли друг друга родственников, увидели, что да, мы были как бы разделены, и сегодня, столкнувшись с той агрессией, которую чеченцы претерпели 20 лет назад, украинцы поняли, что мы друг друга видим родственные души. Эта поддержка, она очень значима для нас. Сегодня появилась надежда не только у чеченского народа, но и всех порабощенных народов Российской Федерации. И как сегодня выступал Джубраил Мирзоев, который представлял Кавказский союз, мы все были свидетелями, как недавно состоялась презентация нашего Кавказского союза. Это было 29 ноября в городе Киев, что тоже само по себе знаменательно, что подобный союз состоялся именно в столице страны, которая отстаивает позиции всей мировой цивилизации против варварства российского государства, ее варварской политики агрессивной. И мы надеемся, что подобные конференции и подобное взаимодействие поможет нам окончательно победить то зло, с которым мы живем уже несколько веков. Спасибо на этом. И сейчас у нас будет перерыв час с 15 до 16 часов. Ждем вас в этом зале ровно 16:00. Спасибо. Можешь сесть тоже президент? Хотел как раз. Так что, Маги, смотри, после перерыва сядь с нами, президент. Хорошо, я думаю, что наоборот. Не-не-не, нам нужно запомнить. Так, Перерыв ровно 1 час, 16:00 мы начинаем вторую часть. Левый водитель, открыто душу, посадка, широкая пляжа. Именно это важно. Что-то еще, чего yaşadılar, çoğu da varsa, حوصل مصر شوي دي مش جات كل شوي يعني ناس ما دول ما مزجت على شو شو Так, прошу внимания. Прошу внимания наших гостей. Не расходитесь, у нас сейчас наши сестры приготовили нам угощение, обед. У нас здесь недалеко ужин, сейчас мы спросим, не готов нет, и будет угощение. Так что не расходитесь. Ждем вас. Подождите минутку, и мы вам пока держаться, да.
Потому что здесь людей много, пока вот почти 200, 150 человек, пока они как бы соберутся, разойдутся, покушают. Мы не хотим, чтобы они разъезжались на обед. Хотим сами здесь их угостить. И пока они покушают, встанут, то все-таки надо. А вот это прямой эфир нам оставлять или же все-таки его как-то потом включать отдельно? Лучше оставить, наверное, да? Так, мы можем... Ага, слушал. Еще чуть-чуть. Сейчас там, да? Микрофон? Так, давай. Не, сам. Да, отлично, все отлично. Нет, Саша сам. Все. Да, я. Мы решили комьюнити частью ясно, как является значимой силой, является на самом деле чеченского народа. 500 тысяч чеченцев за рубежом, это 1/4 всего чеченского народа. Здесь вынуждены находятся люди очень активные, люди, участники борьбы за независимость, ветераны чеченской революции. И если у них эти силы, то это является очень значимой силой для деоккупации чеченского. В этом заключается наша главная цель. Скажите, пожалуйста, какие представлены здесь страны диаспоры, какие движения, может движение, сами понятно, что весьма разрозненная диаспора? Да, сегодня, в принципе, здесь представлены все европейские диаспоры, иммигранты, это не просто люди, они делегированы, живут в разных европейских странах. Есть представители Турции, есть чеченцы, из Украины, из других стран, и у нас западные участники, представители с Канады, и сейчас у нас так что, как и было заявлено, данный съезд является съездом объединенной международной чеченской диаспоры. Вы затрагивали эту тему в нашем выступлении. Почему нет, например, таких известных фигур, как Ахмед Закаев, представитель чеченского правительства? Я сегодня выступаю, отметил, что у нас есть, не сказал бы внутренние противоречия, но есть желание представителей, так скажем, правительства знаний, они видят несколько по-иному. То есть я как докладывал, что мы не можем озираться на прошлое. Она очень яркая, феноменальная история чеченской Ичкерии, но мы не можем зацикливаться на минувшем, нам нужно идти вперед. И сегодня, к сожалению, политики той генерации не оказались способны преодолеть вот эти моменты, что сегодня нам нужно ориентироваться на существующую реальность, на существующие реалии вокруг нас и идти дальше, отталкиваясь. А то, что они нацелены на то, чтобы
они стали представителями именно преемниками Чеченской Республики Ичкерия. Это не дает нам возможности сконсолидировать весь чеченский народ. То есть мы видим, что у нас есть 3 правительства, и ни одно из этих правительств, условно, не оказалось неспособным уступить друг другу, чтобы мы могли создать консолидированную политическую силу. И вслед за собой они тянут тех, кто поддерживает этих политиков. Так что преемственная власть Чеченской Республики Ичкерия стала яблоком раздора. И мы понимаем, что не преодолев этот момент, мы не сможем объединить те позитивные силы, которые сегодня есть здесь, чеченская диаспора мира. Вы собираетесь преодолеть этот раскол, опять-таки, народным представительством. Есть ли уже готовность со стороны государств, европейских государств, контактировать, встречаться с делегатами, которые будут выбраны здесь? Да, мы же знаем, что важно, кто стоит за тем или иным собранием, будь это какая-то формальность государственного органа, или же это будет какая-то общественная сила, представленная представительством всего народа. Конечно, я вижу обратную реакцию наших европейских партнеров, и в частности мы сегодня наблюдали выступление наших украинских друзей. Это очень высокопоставленные депутаты Верховной Рады, которые занимаются, Александр Мирошник занимается внешней политикой Украины, возглавляет комитет внешней политики, и Дмитрий Николов возглавляет комитет по экономической политике. Будут еще другие выступающие сегодня. И мы видим, что уже сегодня есть даже на первом этапе формирования нашего союза, союза диаспор, мы видим, что есть вот такое взаимодействие. Конечно же, правительство мира заинтересовано иметь контакт с реальной силой, которая отображает волю народа, а не с теми, кто хочет себя позиционировать просто преемниками великой ичкерийской истории, за которыми осталась, конечно, большая слава, но сегодня эти люди ушли в иной мир, оставив нам доброе наследие, и спекулировать этим не означает, что мы готовы двигаться вперед. Нам нужно смотреть вперед, искать те тенденции развития мировой политики, смотреть, как моментально сегодня прямо на глазах меняется вся мировая политическая архитектура, как меняется отношение к Российской Федерации, которая очень долго, десятилетия задавала тон европейской политики. Украина сегодня стала тем индикатором, который изменило все отношение. Весь калейдоскоп развития политического меняется. И, конечно, сегодня хотят видеть со стороны чеченцев силу, которая способна иметь обратную связь. Вы также сказали, полшага сделай назад. Не, вы на месте. Вы также сказали о том, что чеченский народ должен стать неотъемлемой частью международного мирового сообщества. До этого представлялась чеченская диаспора как ультраконсервативная, были довольно проблемные взгляды на чеченцев. Что могли бы вы расшифровать ваши разделения? Как вы видите будущий чеченский народ, чеченскую диаспору в Европе? Я могу дать несколько развернутых ответов на этот вопрос, потому что он меня самого сильно интересует, и я хотел бы воспользоваться возможностью через ваш телеканал. Очень важно сегодня понять, чего хотят чеченцы, каким они видят себя в будущем. И вы правильно говорите, мы, чеченцы, являемся традиционным народом. Наша традиционность – это не закостенелость нашего, это не закрытость внешнего мира. Чеченцы на самом деле очень открытые. Именно клише российского выставил чеченцев в том негативном свете, и одна из целей этого съезда является улучшение нашего имиджа, который был использован российскими СМИ. А чеченцы, по сути своей, они являются, можно сказать, первыми демократиями Восточной Европы. Чеченское общество было представлено демократическими институтами, которые делегировали своих лучших людей через выборную систему, через представление лучших людей с мест. И они все стыкались с так называемыми методами, как Верховная Рада Украины, как другие народные собрания. Они собирались и представляли народ на общем собрании страны. Эти демократические институты, на которые сегодня мы хотим опираться, выстраивают уже новые современные институты власти, и мне это видится именно как меритократия, то есть это власть достойная, это люди, которые уважаемые, люди, которые способны представлять людей. Именно наш сегодня съезд
он характеризует тем, что здесь есть представленные люди, которые заявили сами о себе, люди, которые хотят воспользоваться славной историей прошлого. Это люди, которым будет доверять народ, именно мероприятие как форма правления народа, как форма народовластия, форма, которая представляет лучших людей этого народа, нам именно такое видится политическая структура, политическая платформа нашего будущего государства. И, конечно же, мы открыты для всего мира, мы готовы сотрудничать. И мир узнал бы чеченский народ, если бы не те две войны, которые позволили Российской Федерации выставить нас в негативном свете. У нас же уже до первой войны были налажены очень хорошие отношения торговые с европейскими странами, с Польшей, с азиатскими странами. Ну, а война, она все перевернула. Мы надеемся, что сегодня уже с тем, что война в Украине изменила отношение России, а наш будет изменять отношение к тем, кому негативно относился Россия, что вот эта ситуация нам позволит показать наше истинное лицо, истинную чеченскую свободу, принципы международного сотрудничества, и мы готовы и настроены на очень позитивную сотрудничество со странами. Благодарю. Представьтесь для нашего архива. Я Сулейман Уджамбулат, руководитель Чеченского комитета по защите государственной основы ТОЛа, переводится на русский Победа. Также я уже многие годы являюсь руководителем общественно-политического организации «Единство свободы». На основе этой организации многие годы стараются участвовать. Сегодня мы пришли к тому, что нам все-таки нужно собрать народный съезд и решить вопрос народного представительства. Я думаю, завтра мы будем... Завтра по итогам обязательно. Где-то в районе 2 часов мы будем потом... Ну, я не знаю, может быть, там еще как-то вы же будете монтировать? Да. Может, все-таки как-то еще про Кадырова как-то нужно было сказать, что разделить чеченцев и кадыровцев? Да, я могу сказать своими словами. И еще у меня будет просьба, если бы вы могли указать человека, который хотел высказаться буквально на Да. Ну, тот же Махмуд, наверное, ответит. Кто еще? Я рад, Махмуд, у нас именно боятся. Так. Ты сюда. Чего вы ожидаете от сегодняшнего съезда, что вы хотели иметь завтра? Pas وقتنا. Pas وقت. سقط عديتا عديتا. وقتها جاي animacji. عديتا.
Thank you.